Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на первом выпуске цикла подкастов по вопросу национальной идеи в искусстве Казахстана. И сегодня наш гость, кандидат искусствоведения, профессор Казахского национального университета искусств, эксперт Национального комитета по нематериальному культурному наследию Казахстана по делам ЮНЕСКО, председатель общественного объединения Улу-Будун Мирует Санатовна Курмангалиева. Мирует Санатовна, добро пожаловать. Спасибо, я рада приветствовать вас и рада видеть. Спасибо большое, и я тоже. Я, если позволите, перейду к нашему первому вопросу. Вопросы я готовила, исходя из того, что вы очень высокого уровня, профессионального уровня музыковед, и постаралась, чтобы все вопросы касались именно музыковедческой темы. Как вы считаете, Мирует Санатовна, какой музыкальный жанр может служить выражением национальной идеи в музыке? Так, очень интересный вопрос поставлен. Давайте просто сначала я скажу, что я думаю о том, что такое национальная идея. Давайте. Для меня это просто, знаете, ядро, которое нужно развивать и направляя на, так сказать, интеллектуальный потенциал. У нас всегда было в казахском обществе такое ядро. Его можно охарактеризовать как точная дифференциация жанров, которая всегда была распределена по возрастным категориям. Это всегда очень хорошо согласовывалось с государственной идеей, потому что здесь именно крылась та самая нарратива, можно сказать, да, которая направлялась на посыл к народу. Не просто каждый для себя писал или еще для чего-то, да, именно к народу направлялась. Каждый жанр, каждый деятель искусства с древних веков творил только для того, чтобы вести именно с национальной идеей, все это вести в народ, нести знания. Если, например, как по тенгрианскому календарю Мухамбетова же очень хорошо определила, по мущелям тенгрианский календарь, первый этап это сал-сире, те, которые ведут к развитию этих взаимоотношений между девушкой и парнем с 13 до 25 лет, сал-сирелер. Да, те же. Все через искусство преподносилось, вся красота жизни преподносилась через искусство, все вопросы, которые были связаны с общением между собой разных возрастных категорий, в том числе и поведенческого стереотипа в семье и среди своих сверстников. Дальше уже акыны, более взрослый человек, установившийся интеллектуально, да? Акыны размышляют о жизни. Это философия. Философия жизни, философия взаимоотношений, не поступков, а именно взаимоотношений между людьми, между родами, между государствами и так далее. И более дальше тип это жирау. Уже такое осмысление всего, именно жирау предопределяли всю политику государства. Те, кто несли через свой эпос, через свои произведения национальную идею. Они диктовали потом сверху, высшая каста, и диктовали то, на что должны ориентироваться весь народ, скажем так. Тогда отсюда сразу я по плану должна была позже задать этот вопрос, но все-таки задам сейчас. Тогда что для вас национальная идея? Сейчас это понятие в тренде, да, все говорят о национальной идее, но сегодня, когда я учусь в докторантуре и стараюсь читать много литературы на эту тему, я пока, честно вам признаюсь, ни в одном труде, ни в одном исследовании не увидела четко выписанной формулы. Так что же это такое национальная идея в вашем понимании? Можно сказать обтекаемо. Если обтекаемо говорить, то это национальная идея, это то, что ведет к развитию не просто интеллектуального потенциала страны и всего народа, да, а это организация жизни самой страны. Вот оно что. Все-таки организация жизни. Организация жизни. Народонаселение страны, как хотите, так и понимаете. Когда нету этой национальной идеи, то творится то, что сейчас творится. У нас композиторы пишут, каждому, так сказать, что придет в голову, то, чем он сейчас озадачен, и то, что он хочет показать, это внутренний мир свой, но он не направлен. Все. То бишь без национальной идеи мы, как нация, теряем некий такой курс, да, скажем так, общий, да? Да. Все понятно, спасибо. Тогда давайте теперь вернемся к музыке.
Как вы думаете, вот какой музыкальный жанр можно было бы назвать тем, чтобы вот он вот служил как выражение национальной идеи? Как выражение национальной идеи, жанр, да? Да, вот именно музыкальный жанр. Ну, если смотреть по жанрам, то у нас всегда были распределены, да, все жанры, в принципе, традиционно. И каждый соответствовал, так сказать, своей публике, своему направлению, своему содержанию и так далее. Это жанр в нашем национальном, так сказать, понимании. Но нам принесли другое понимание жанра, европейское. Да. Вот вы мне сейчас вопрос задаете, в каком понимании я должна ответить, национальном или европейском? Ну давайте будем говорить о европейских жанрах, которые прочно вошли в нашу композиторскую жизнь. Да, я сейчас вам говорю как композитор. Вот. И ведь сейчас в народе какое вот бытует мнение, что национальная музыка – это именно та музыка, вот, которая исполняется на домбре, на колхозы и в целом на народных инструментах. Но ведь это не так. Симфоническая музыка тоже может быть национальной, мне кажется. У нас был прорыв хороший. Я считаю, что то, что мы сейчас вот любим говорить, симфонический кюй, ну прекрасный жанр создали. Да. Как бы он европейский, но в то же время он основан на национальной идее. Вот. Почему бы нет? Поэтому вот опера, я не думаю, что она как бы очень сильно прижилась среди народа. Когда она была цитатной, народ шел, первая опера. Дальше вот нынешние оперы, если как бы государство заинтересовано было, как вот хорошо повезло вот операм Газижбановой, Рахмадиева, их пролоббировали на государственном уровне, поэтому они нашли свое отражение как бы в умах людей. Но не сказать, что всенародно. Да. Абсолютно. У нас выделилось как бы две прослойки. Это люди, которые любят классическую музыку, скажем так. И есть люди, которые даже ее не слышали и не знают. Да. И она им и не нужна, по большому счету. Поэтому национальная идея – это движущая сила государства. А если государство не заинтересовано, тогда у нас не сформирована вот общая такая национальная идея, которая идет через классический жанр. Вот такая Понятно, вот, ваша понимаете, точка виток зрения, такой вот, да. да, происходит. И из-за того, что вы первые, наверное, кто озадачились этим вопросом о национальной идее, если бы у нас государственные органы этим озадачились, и была бы у нас идеология, что очень тесно связано, культурная идеология, у нас бы совершенно другое развитие страны было. Абсолютно. Мы бы, даже если в экономике в других отраслях мы, может, отставали, но мы бы хотя бы были первыми на фоне культуры, искусства и так далее. Ну вот сейчас после ваших слов я задумываюсь о том, что, наверное, неспроста я выбрала эту тему для своей диссертации. Может быть, за мной потянутся и другие молодые ученые, искусствоведы, музыканты, композиторы, и эта тема действительно из просто трендовости выйдет в какое-то вот направление, и, может быть, это как-то очень даже благотворно повлияет на развитие нашей страны. Ну, может быть, это очень громко сказано, но я надеюсь, по крайней мере, на это. Знаете, здесь вот такая перипетия есть. Если говорить о национальной идее, то как бы Министерство культуры должно задуматься о том, что надо вернуть такое понятие, как идеологический заказ. Да. Если его нету, заказа, тогда, естественно, и нету национальной идеи. Тоже взаимосвязанные вещи. Вот. И идеологический заказ не должен направлен на то, чтобы конкретно к этому только празднику сочинить некое произведение. У нас очень много произведений однодневок, к сожалению. Одни исполняются один раз только потому, что оркестров симфонических не хватает, и это очень дорого. Другие просто ради того, чтобы, можно сказать, потешить, может это грубо звучит, но потешить самолюбие композитора, могут один раз исполнить оркестром народных инструментов. Я считаю, что оркестр народных инструментов это уже институт, изживающий себя, по большому счету. Вот. Но он сейчас именно на этом и основан, что он исполняет однодневные вот эти произведения композиторов. И всем хорошо, керемет, прекрасно. Одного исполнили один раз, он у себя дома в архиве сохранит эту запись. Будет детям показывать. Да, это плачевно, что это в репертуаре не живет. Да. И вот у нас по жанрам, если говорить, и когда вот мы говорили о жанрах, которые были среди традиционных жанры, я не люблю говорить, что непрофессиональная музыка. Это вообще другой вопрос. Вся наша музыка казахов была
не просто традиционная, она была профессиональной. Вот. И классическая музыка, европейская, можно сказать. Или, может быть, вот когда из одного жанра в другой перетекал, вот это все время, оно было временем простое. Мы его долго терпели, ждали, и оно до сих пор, я считаю, за исключением некоторых произведений, где-то они мелькали, а в основном все время у нас простой, к сожалению. Да, есть такая тенденция. Ну, раз уж мы с вами коснулись композиторов, я не могу не задать вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы входите в состав Союза композиторов Казахстана. Да, в Союзе есть и музыковеды, очень качественные, профессиональные музыковеды, и вы один из них. Вот скажите, пожалуйста, национальный композитор, как вы считаете, вот по каким критериям композитор может считаться национальным? Ой, конечно, я как внучка Гарифуллы Курмангалиева могла бы сказать, что Гарифулла Курмангалиев. Но по сказать тому, что вообще незабываемый тренд Казахстана, это Шамши Калдаяков. Точно. Национальный композитор, 100%. Человек, который не имел при жизни никаких регалий, сейчас даже, по-моему, и до сих пор не имеет, потому что есть какие-то закорючки государственные, да, и мы не можем их обойти. Когда нам невыгодно, мы не можем обойти, да? Это как бы нормально считается. Вот. Шамши Калдаяков однозначно. Такой национальный, с национальной идеей, любимец всего народа. До сих пор. До сих пор уже. Да. И это и будет продолжаться, я знаю точно. Потому что его песни, они как бы незыблемы совершенно. И на стыке ведь европейских и наших. Да. Да, жанры европейские, да. Вальс, король вальса. Вот. А если говорить о классической музыке, то это, конечно, Рахмади Фиркигали, это монстр классической музыки казахстанской, которую все знают, тюркский мир обожает. Педагог, да. Это его Кудаша Дума, Нортпа, Дайрабай. Да, Камар Сулу, Дайрабай. И Газя Жубанова с Аксакулат, балет Карагус я обожаю вообще. Не в той интерпретации, которую сделали итальянцы, да, в нашем а вот в первой, да? Да, а вот в первой интерпретации. Вот. Ну, конечно, там и те композиторы, которые еще, знаете, не на злобу дня, а имеют в их душах имеют отклик на какие-то события. Я считаю, что это настоящий гражданственный с национальной идеей композитор. У Гази Жубанова Хиросима. Да. Да? Есть. Прежде всего. Можно сказать, Балнур Кадырбек с ее реквиемом. Да, государственную премию с этим Да, произведением кстати, получила. государственную премию получила. Замечательное произведение. Эти произведения достойны вообще по всему миру шагать. Вот. Ну, почему этого не происходит, а только по круглым датам, тоже удивительно. Да, это большая Это проблема. опять-таки отсутствие национальной идеи внутри страны. Если бы это понятие было, как бы вжилось в структуру государственного управления, тогда бы у нас, я еще раз говорю, другая картина была. Мы бы сейчас были в тренде. С этими произведениями точно. Шамши Калдаяковым однозначно. Вот. И с Гарифуллой Курмангалиевым тоже. То есть, смотрите, из ваших слов я понимаю так, что один из основополагающих критериев национального композитора – это его подвижность и реакция на события, происходящие в его стране. Да. То есть он должен вовремя реагировать и давать какое-то свое, значит, свой какой-то вклад, свое какое-то произведение на то или иное событие, происходящее в его стране. Да. Правильно я вас поняла? Да. И в этой связи у меня тоже сразу 3 национальных композитора выделить, ну вы уже назвали, это Шамши Калдаяков, это мой педагог Еркегали Рахмадиев и Газиза Жубанова. Балнур Кадырбек. Балнур Кадырбек из современных. Аманжол Бахтияров. Вот, замечательно. Однозначно. Да. Аманжол Бахтияров это композитор, не просто композитор, а который все это проходил через осмысление свое. У него много статей научных. Значит, он о пространстве тюркской культуры. Да, он этническую музыку очень любил. Музыку. Это все у него на стыке происходит. И он единственный, который написал произведение, посвященное 1986 году декабрьским событиям. Это произведение не исполняется даже у нас в стране. Вообще удивительно. Да, хотя столько лет прошло, столько почему лет нет? прошло. Да. Но почему раньше боялись и сейчас боятся, это непонятно. Это опять-таки потому, что нет идеологии, нет национальной идеи. Вот. По большому счету, если бы у нас это было, у нас бы на каждом шагу, как напоминание, как дань всем, которые ушли в этот день, которые боролись за независимость нашей страны. Ну, у нас все заканчивается тем, что называют улицы.
Да, В лучшем случае. к сожалению, да. А скажите, пожалуйста, вот сейчас я пишу диссертацию, и мне предстоит разбирать балеты, да, музыку балетов на предмет национальной идеи. Вот вы как музыковед, если бы перед вами стояла такая задача разобрать определенное музыкальное произведение на предмет национальной идеи, по какому принципу вы пошли? Может быть, какую-то формулу выбрали бы? Это вот просто мне в помощь вот такой вопрос. Практически, скажем так. Ясно. Ну, как бы мы идем всегда, если представлен один жанр, вот тот же балет, да, мы, естественно, рассматриваем музыку. Я, например, как музыковед, я бы в движение уже не влазила. Я бы обратилась Только в свою область. Только в свою область. Но я бы посмотрела, насколько разнопланова эта музыка. Потому что балет это такой жанр, он предполагает разноплановость. Он предполагает разножанровость внутри балета. Он предполагает, как сказать, когда, вот слово я забыла, когда музыка соответствует пластике. Это, об этом целая наука, между прочим, за рубежом есть, она как-то называется, у меня сейчас вылетела из головы. То есть музыка должна быть пластична, она в себе уже должна содержать пластику, понимаете, да? Вот. У нас это вообще не трогалась никогда тема. Да, это, кстати, по-моему, одна из проблем, почему у нас нет в репертуаре постоянно казахских балетов. Да. Постоянных нет. Есть какие-то определенные, вот недавно новый балет Ахтоты Райымкуловой вышел, Козы Көрпеш Баян Сулу. Это отдельная такая наша проблема, и это, наверное, отдельный цикл подкастов, потому что я вообще эту работу начинала, и в мае месяце первое интервью я провела с Анварой Садыковой, и мы с ней очень долго разбирали этот вопрос, почему на сегодняшний день у нас нет в репертуарах конкретных вот казахских балетов, не которые поставили снова там с примесью других композиторов там европейских, а вот чисто исконно наших национальных балетов, да, это большая проблема. Но, кстати, как композитор, беседуя с несколькими хореографами, постановщиками, я нередко слышала, что музыка современных казахстанских композиторов не танцевальная, под нее сложно танцевать. Все-таки, видимо, это уже наша композиторская проблема, нашу музыку можно слушать, но танцевать под нее сложно. То есть в основном, даже если обратите внимание, я сейчас, поскольку учусь в Академии хореографии, я намеренно смотрю на движение, тоже в этом не разбираюсь, как вы сейчас сказали, потому что нас немножко другому учили, но я себя как бы к этому веду, чтобы разбираться, смотреть. И действительно, к сожалению, наша музыка не танцевальна, да, и очень много ходьбы. Вот, и это проблема. Это еще одна проблема, но уже другая. Я вам скажу, почему проблема. Потому что у нас, опять-таки, это с национальной идеей связано. С самого начала, когда наши песни Кюи записывали Затаевич, Рзакович и пианисты, чтобы сохранить наше наследие. То есть они у нас убрали устную передачу и все это стали записывать. Хотя я считаю, что если устный профессионализм оставался, мы бы были вообще эксклюзивны на весь мир нации, которые с первого раза запоминают любое произведение. У нас же генетически память это было заложено. И когда на ноты перекладывали, не перекладывали так, как полагается. У нас 8 восьмых, 9 седьмых, может быть, 12 восьмых и так далее. Там, вот в этих размерах, заложена другая пластика. И таких жанров в балете в классическом нету. И вот это вот здесь проблема не просто композиторов. Ладно, композиторы уже не могут в таких размерах писать, да, можно сказать, потому что мы настолько вот европеизировались. Да. Да. Но если даже вот кто-то задачится и поймет, что у нас своя пластика была, и это не только вот, то есть кью, да, где вы говорите много шагов, много скачущих лошадей и так далее, а в песнях лирических очень много пластики. Вот если бы кто-то озадачился и на песне лирические в таких размерах создал бы свою пластику и создал балет, этот балет бы переплюнул все балеты мира. Вот хорошо, что вы об этом сказали. Вот наши подкасты посмотрят молодые композиторы Казахстана и возьмут. Казахстар айтады ғой, алтын сырға құлаққа деп. Да. Может быть, услышат и возьмут, ведь у нас очень много песен, которые почему-то сейчас вообще обрабатываются «Құсне қорлан», «Насқоңыр», вот айналып келгенде одни и те же песни. А ведь у нас огромное наследие. И есть песни, которые нотированы и лежат без внимания.
Вот, поэтому молодым композиторам как раз вот практический совет от музыковеда Меруерт Курмангалиевой, друзья. Насколько, хорошо, вот так, снова к тому вопросу вернусь. Как бы вы анализировали музыкальное произведение на предмет национальной идеи? Вот вы сейчас сказали, что это форма, да? Обязательно форма. Начинаем форма, потом следующее что будет? Какие, скажем так, приемы? Жанры внутри, так сказать, содержащиеся, да, и очень важный контекст, третье, наверное, смысловые константы, которые тоже связаны с национальной идеей. Что такое смысловой контекст или константы, да, по-другому говорят? Это мелодика, которая запоминается. Мелодика, если для балета, то это пластичная мелодика. Мелодика, основанная на национальных формулах. Сейчас уже музыковеды настолько разобрали весь мелодизм. Вверх идет это жоктау, вниз идет это еще, разделили все сарыны. Все это можно прям формульно даже обрисовывать и понимать, о чем речь в любой мелодии. Раньше казахи понимали. Без слов даже пропить. Это внутри было. Внутри это было заложено. То есть это как бы шифр или код был. Вот. О чем песня, без слов уже знали, о чем она. Поэтому у нас такие айтысы, такие тартысы, без слов все понимали прекрасно. Ну, в айтысах ладно, но по музыке это было очень важно, чтобы это все оформлялось. И, конечно, мелодика, которая воспринимается, сейчас мы глобализируемся. И поэтому вот у нас Димаш везде поет, и песни наши запоминают казахские. И это очень важно. Почему? Потому что настоящая музыка, которая основана на национальной идее, она будет создана так, чтобы ее могли запомнить с первого раза, и она разбежалась по всем странам. Ее мог любой человек, любой национальности запомнить. Вот это вот дар. Как Марикони, все знают. Да. Ну, и уже прям даже не знаешь, какой он национальности принадлежал, но все знают, это Марикони. У него потому что мелодика очень Вот яркая. о чем Хотя я и если говорю. посмотреть гармонию, там, честно говоря, все очень просто. Я, например, знаете, честно скажу, как музыковед, если думать о национальной идее, я не за то, чтобы фактура была громоздкой в музыке. Я наоборот за прозрачность. За легкость. Это, за легкость, за прозрачность, потому что тяжелая фактура это не свойственно для Казахстана, вообще для казахской ментальности. Это было в угоду, допустим, модно было, когда мы все принадлежали к Союзу композиторов Советского Союза, там Хренников, Шостакович и так далее, все фактурная музыка. И фактура играла немаловажную роль. Просто для нашей ментальности, для того, чтобы ты хочешь стать, если национальным композитором, у тебя должна быть фактура нормальная, которая воспринимается на слух, мелодия, которая запоминается. Вот. И слова, естественно, очень глубокомысленные, если это песня. То есть философия все равно должна быть. Да. Вот. Поэтому, разбирая балет, если вы делаете анализ, еще обращайте внимание на фактуру, насколько она приемлема и пойдет ли она для этого балета. Это часто упускается из вида, когда композиторы сочиняют для балета. Вот. Именно этот фактор позволил, допустим, переиначить. Мне понравилось, как сделали Карагуз Жубановой. То есть они из какого-то произведения взяли кусок, поставили и так далее. Но мне не понравилась интерпретация либретто. Она совершенно далека от казахской ментальности. Ее нельзя присоединить ни к европейской музыке, нельзя ни к казахской культуре присоединить. Почему-то сейчас есть такая тенденция. Если дают новую жизнь балету, обязательно видоизменяют либретто. Да. Почему? Я не знаю. Это, для чего? Это неумно. Может быть, это... Я сначала искала оправдание и думала, что это делается для того, чтобы приглашенные итальянцы там или кого пригласили, чтобы они понимали. Но нельзя так делать. Если он приехал работать в Казахстан, он должен понимать нашу ментальность, если он решил здесь творить. Да. А мы со своим гостеприимством, толерантностью позволяем. Да. И получается, что у нас получается пшик. Вот, надо себя уважать. Это тоже нацию свою, идея. да, нацию свою. Это уважение к тому, что ты имеешь, какой багаж за спиной, какую идеологию. У тебя какой багаж вообще твоих предков стоит за твоей спиной. Если ты знаешь, что у нас куланы могут скакать по горам, как Карагоз написали в либретто, а там, извините, меня написали козлы бегут в гору. То есть где куланы и где козлы. Козлы, да. Совершенно разные, да. Естественно. Грубовато звучит.
А вот сейчас, опять-таки, возвращаясь к моей учебе, тоже очень много читаю литературы, и во многих трудах все-таки национальные идеи привязываются больше какой-то, знаете, грубо говоря, какой-то освободительный характер. Вот честно вам скажу. Как вы думаете, насколько общные понятия национальной идеи и идеи свободы, независимости Казахстана? Сейчас в тренде понятнее идея независимости. То есть многие исследователи берут национальную идею и приравнивают ее к государственности. Или берут национальную идею и приравнивают ее к идее независимости. Вот каково ваше мнение? Смотрите, я для себя четко разделила, вот, когда шла к вам на подкаст, национальная идея может быть двух планов. И каждый ее для себя по-своему понимает. Государственники, они понимают так, как вы говорили сейчас. Да? Люди творческие должны понимать по-другому. А творческие люди все относятся к тому же Министерству культуры. Это государственный орган. Я понимаю это прекрасно. Но никогда нельзя забывать о том, что национальная идея — это все равно та идея, которая идет к нам испокон веков. И у нас четкое деление на кочевой был образ жизни и оседлый. Там, где кочевье, там обязательно свобода волеизъявления, это степная демократия. И там национальная идея, она как бы... Вот когда там создали вот эти произведения, они до сих пор исполняются. Все правительственные концерты открываются киевами Западного Казахстана. Извиняюсь, да, за такое выражение, но это правда. Это кочевники, и они несут в себе очень много свободы, заряда и, так сказать, потенциала к дальнейшему действию, к развитию. Вот что важно в национальной идее. А этого нету, например, в сардской культуре у тех, кто землепашеством занимался. Этого не было на юге. Поэтому национальная идея это никак не отражено совершенно. Вот. Это, можно сказать, мы ее называем, пусть грубо звучит, иногда называем тойской культурой. К сожалению, есть такая тенденция. И видите, что сейчас преобладает среди народа. Среди народа преобладает тойская музыкальная культура. Она идет на ура, на браво. Да. Эстрада, к сожалению, больше пользуется успехом. Да. И именно эстрада откуда? Понятно. Со всеми мелизмами и так далее. Ясно, да? Да. Поэтому, говоря о свободе национальной идеи или национальной идеи как дух, который должен развивать, нести вперед нацию, так сказать, да, и народ в целом, он полностью уходит под то, что мы называем сардская идея, вот эта тойская культура и так далее. Мы же сейчас все городские стали. Да. Мы все туда углубляемся, уходим, под уклон падаем, потому что у нас исчезает вот с этим городским образом жизни и сидением дома, с этой пандемией, мы все уходим вот в эту тойскую культуру. Как мы рады, когда услышим вот эти первые полуузбекские интонации, где-то можно потанцевать, и бежим туда. И себе не даем отчет, потому что мы ментально мельчаем. У нас нет национальной идеи, у нас нет толчка к дальнейшему развитию. Вот отсюда, вот с ваших слов сейчас вы и ответили на мой следующий вопрос. Вот для чего, друзья, нам нужно сохранять национальную идею. Я собиралась вам задать вопрос, для чего нам это нужно. Вы сейчас на него действительно ответили. И все стало ясно и понятно. Ваша точка зрения абсолютно со мной, кстати, созвучна. Спасибо. Еще можно добавить это слово, да, что национальная идея определяет идентификацию наций, самоидентичность нации. И национальная идея определяет рух. Это очень важно, да. Вот. Рух. Это, наверное, на первом плане должно было стоять рух. О чем мы не сказали, вот сейчас мне пришло в голову. Нету рух, извините, нету ничего. Да. Да, мы можем раствориться хоть где. К нам могут приезжать, мы толерантны, могут заселять, могут захватывать, могут хоть что делать. Это очень важно. Но у нас нет противопоставить ничего. Но если бы хотя бы культура была с национальной идеей, мы бы могли других поглощать просто. Уже бы все разговаривали давным-давно казахша. Вы знаете, сейчас с вами разговариваю, и в голове такая мысль, может быть, уже в нашей стране нужно создать какой-то комитет по национальной идее. Очень хорошо. Друзья, я вот честно готова даже возглавить его вместе с вами. Два музыканта тихо решили за всю страну. А вот скажите, пожалуйста, Мирет Санатовна, как вы считаете, вот сейчас
ну, уже на протяжении скольки лет, да, программа вот государственная Рухани Жаңғыру, программа Мәңгілік ел сейчас вот действует. Вот скажите, они основываются на национальной идее или все-таки у них какая-то основа более политизированная? Вот, к сожалению, читая эти программы, а я интересовалась, да, почему? Потому что мне было интересно с моими проектами по общественному объединению, как я могу там внести вклад вот в рамках этих программ. И я поняла, что программа великолепная. Она основана, она не политизирована, она основана на национальной идее. Но из нее сделали просто, даже ее не политизировали. Из нее сделали, что попало. Из нее сделали кучу всяких институтов, даже с таким же названием, которые просто сидят и отмывают деньги на грантовом финансировании, которые направлены совершенно не на те вещи. Не на вещи, которые связаны с национальной идеей совсем. Понятно. То есть как бы То есть подтягивают это, эту идею на проекты какие-то на частные. проекты. То есть это национальная идея здесь нивелируется полностью. И там как бы обрывочные есть проекты, где нужно напечатать там эпос, где национальная идея отражена обязательно, да, поднять там имя какого-то батыра, построить ему памятник там и так далее. И на этом заканчивается все. А так, чтобы человек сам проникся, каждый человек в нашей стране проникся вот этой программой, такого нет. Я очень радовалась, когда вот 7 Рухани Жаңғыру и эти вышла вторая программа, как вы сказали? Мәңгілік ел. Мәңгілік ел и 7, господи, забыла. Вот вылетает иногда с головы. 7. То есть они должны были затрагивать именно вот традиционную, ментальную часть и сакральную часть. Они должны были поднять рух. Ну вот, кстати, по программе Рухани Жаңғыру огромные средства выделялись на сакральные объекты Казахстана. Да. И по всему Казахстану сакральные объекты реставрировались, Да. туристическая часть, да, вот более-менее, вот сама то, что я видела, это вот месторождение Абая Великого, да, элементарно там в пещере, где не было там света, с факелом ходили, сейчас провели свет. Вот, кстати, в рамках программы Рухани Жаңғыру практическая польза была огромная в пользу сакральных объектов. И это, конечно, ну, прям радует. Базок, по-моему. Да, тоже Базок музей да, сделали. Да. Вот. Но как бы все равно такие средства, которые там выделяются, там можно было намного больше сделать, я просто уверяю. Потому что я участвовала не в одном, так сказать, грантовом финансировании, пыталась выиграть какие-то проекты, но это мне не удалось. И я потом видела, кто это взял. И мне было немножко обидно. Да, разочарование. Да. Спасибо, Мироид Санатовна. И вот я хочу задать заключительный вопрос. Возможно ли сохранять и в целом транслировать национальную идею Казахстана через искусство? И через какой вид искусства больше? Все-таки это музыка, или это живопись, или это хореография, литература, или все виды искусства вместе взятые, как вы считаете? Я думаю, что не то, что возможно, это надо делать. Потому что единственное, что сейчас нас спасет, наверное, один из главных, так сказать, компонентов спасения нации, нашей самоидентификации, это именно национальная идея, которая должна нестись через культуру. Вот. Без культуры никуда, абсолютно. И поэтому это не просто... вот мы сейчас что делаем? Мы носимся с именами знаменитых батыров. Манжусуп у нас у всех как великий провидец, там вот у нас был такой человек, мы его цитируем. Все знают уже абсолютно, да? То есть мы находим, народ сам находит то, что он хочет сейчас увидеть, услышать. То, что сейчас не хватает. Народ поднимает сам имена, и все соцсети прям разрываются от этих имен. Представьте, какая богатая у нас история. Но это не подхватывается, или малое только подхватывается нашими телевидением, нашими музыкантами, нашими композиторами, балетмейстерами там, и так далее. Это же, понимаете, если бы на Западе такое было, народ сказал, вот какой-то ковбой, там, про него сразу фильм сняли. Да, точно, точно. Понимаете? Да, вы правы. А у нас вот народ пошумел, подняли что-то там где-то на местечку. И снова. Раз, тишина. Да. То есть у нас нету вот этой взаимосвязи с народом. Народ старается, подсказывает, пожалуйста, вот, берите, вот, смотрите, сейчас имам Жусуп, почему бы ему фильм не посвятить? А у нас ищут, у кого там, дайте мне список на следующий год, у кого юбилей, надо им фильм посвятить.
У нас совершенно другие категории мышления, это очень плохо. Мы не ориентируемся на народ, мы не ориентируемся на население, мы ориентируемся на крупные даты. И то, если подадут в списках кого-то. А еще кто-то за бортом остается, отсюда обиды. Отсюда у людей руки опускаются. А что это вот ему сделали юбилей, а мне нет, не буду сочинять. Зачем Есть мне это надо? тоже, А что это его наградили, а меня нету? А ты возьми из того, что пользуется, чем пользуется народ и что они провозглашают. Тогда каждый композитор будет создавать себе сайты, чтобы о нем узнали. Будет заинтересован в этом, потому что государство, народ его любит. Он не будет писать в полку, он себе создаст еще на Фейсбуке страницу и будет везде. И союз композиторов поддержит, будет распространять, если там адекватные люди, конечно. Вот. И также у союзе художников там и так далее. У нас нет ни одной площадки торговой, где бы мы могли, так вот, Сотби, международных, очень много площадок. Деятелей культуры, искусства, художников, те же, никто не знает, потому что у нас нет ни одной площадки в Казахстане. Мы не можем выставлять, мы не можем хвастаться, мы не можем сказать, что это... Это вот еще одна проблема. Да, сегодня в тренде наши национальные идеи, а мы сильная мухта-нация. Поэтому прислушайтесь к нам. Вот этот художник очень сильный, вот он отразился. Уля Судименова показал 86-й год на целлофане. Да государство должно подхватить ее и сказать, вот она. Пожалуйста, еще один богатый человек культуры в Казахстане. А почему нет? Да. И государство получает, и сам творитель, творец у него будет стимул работать. То есть это взаимовыгодно, да? Взаимовыгодно. У нас, то есть, вот не то, что национальная идея, это когда ты делаешь так, чтобы всем было хорошо. И творцу, и государственным органам, и той же площадке торговой. То есть всем хорошо, и у каждого есть стимул работать дальше. И развиваться, и идти вперед. Да. Тем более у нас, у творческих людей, у нас сразу падает дух, сразу падает настроение. Да. Мы сразу входим в такое состояние меланхоличное, разочарование. Ну, прям это наша тема. Однозначно. Коммерциализация культуры должна быть. И она должна быть тоже национализирована, и должна быть с национальной идеей. Это очень важные вопросы, которые никто не освещает. Спасибо вам, что вы пригласили. Я хоть высказалась сегодня. Спасибо большое, что вы выделили время. Я для себя действительно очень многое взяла сегодня. И как композитор, кстати, и как, скажем, молодой ученый в немолодом возрасте. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы надеемся, что цикл подкастов вот действительно раскроет и для вас эту тему национальной идеи. Действительно, тема очень актуальна, и она нужна всем нам, всем тем, кто считает себя действительно казахстанцем. И не обязательно для этого быть казахом по нации, надо быть просто сердцем казахстанцем. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал.